бойтесь Аллаха надлежащим образом, должным образом, как велит это Всевышний Аллах, и покидайте этот мир лишь только будучи мусульманами. Амма ба'д, а после. Дорогие братья, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был направлен лишь для того, чтобы исполнить, завершить макарим аль-ахлак. Все нравственные качества, как это проходит в хадисе. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был направлен лишь как милость для миров, как указатель, вплоть до судного дня. И эта система ценностей, нравственности, она огромная, как древо. Огромное древо, у которого есть корень, ствол, основные ветки, лепестки. Мы уже говорили про многое. Мы говорили, в частности, про аманат, что, возможно, является стволом прям. Да. Про верность, хотя это, может, не точный перевод понятию амана. Мы говорили про правдивость. Это тоже, может, уже ответвление от аманата. А сегодня я затрону еще более тонкое качество, которое должно быть присуще каждому мусульманину. И это архиважный момент, особенно в наше время, вот в современное время. И это качество, оно проходит в нашей священной книге, в книге Всевышнего Аллаха, в хадисах, как сидкуль ва'д, как правдивость данному слову, как сдержать слово, выполнить данное обещание. Это качество, обратите внимание. И этому качеству уделяется огромное внимание. Огромное внимание. Первое, что достойно внимания, это то, что Аллах, субхану ва тааля, это качество, Он приписывает себе в первую очередь. Очень есть многочисленные аяты есть, в которых Аллах, субхану ва тааля, говорит. Он говорит, вот что-то говорит, а потом подчеркивает. Я буду только завершение аятов цитировать, чтобы сконцентрировать ваше внимание именно на этом моменте. Он говорит, ва'д Аллах, обещание Аллаха. Ля юхлифу Аллаху аль-ми'ад. Аллах не нарушает данного обещания. Валякинна аксара ан-наси ла я'ламун. Однако многие люди не ведают, не знают. Или в другом аяте. Ва'д Аллах. Обещание Аллаха. Ля юхлифу Аллаху аль-ми'ад. Аллах не нарушает данного обещания. Это Зумар, 20 аят. Или в другом аяте. Инна Аллаха ля юхлифу аль-ми'ад. Одна и та же формулировка. Это уже Аль-Имран, 9 аят. И таких аятов очень много, мои дорогие братья. Итак, в первую очередь мы должны осознать и понять, что это качество Всевышнего. И это качество в том числе должно быть присуще его рабам. Не все качества Всевышнего могут быть присущи рабам, но в данном случае это качество должно быть присуще и рабам Всевышнего Аллаха. Во вторую очередь, второй момент. Это качество пророков. Более того, пророк Аллах, субхану ва тааля, когда подчеркивает достоинства, особенные достоинства пророков, он выделил. Да? Например, Мусу выделил тем, что Аллах с ним общался прямой речью. Других пророков другими какими-то особенностями выделил, особенными достоинствами. А пророка Исмаиля, алейхиссалям, он выделил его особенное достоинство именно это.
Как сказал об этом Аллах в суре Марьям, 54-м аяте. «Вадькуру фил китабе Исмаил». Помяни в книге, в Писании Исмаиля, алейхиссалям. «Иннаху кяна садикал ва'д». Поистине он был правдив в своем обещании. «Ва кяна расулян набия». И он был посланником и пророком. Что сказал Муджахид в толковании к этому аяту? Что бы он ни обещал, он обязательно это выполнял. А Мукатиль приводит такую историю относительно Исмаиля, алейхиссалям. Он говорит, однажды Исмаиль, алейхиссалям, пообещал некому мужчине, что они встретятся. То есть он будет его дожидаться на определенном месте, в определенном месте. Ну, тогда, естественно, не было мобильных телефонов, ничего не было, да? Договорились, в такое-то время, в таком-то месте встречаемся. Этот человек позабыл об этом. Забыл просто. Исмаиль, алейхиссалям, как упоминается в этом сообщении, простоял на этом месте, дожидался его 3 дня. 3 дня он его ждал на этом месте. Такой был Исмаиль, алейхиссалям, и поэтому Аллах выделил это качество его. Спустя 3 дня этот человек опомнился. Вспомнил про то, что была назначена такая-то встреча с Исмаилем, алейхиссалям, и он пришел. Удивительно, да? Кажется нечто фантастическим. Вот именно. Фантастическим кажется. Вот сегодняшним нам, мусульманам, это кажется нечто фантастическим. А это должно быть присуще нам. Сегодня же какая картина у нас? У нас картина такая, сказал. Сказал? Ну, сказал. Сказал и не сделал. Договорились встретиться. И это наставление, в первую очередь, мне самому. Каждый из нас страдает этой болезнью. Вплоть что у крымских татар отдельности есть такая натура, привычка. Договорились через полчаса приходить. И это считается как бы нормой. Какая же это норма? Я думаю, что у восточных народов у всех это есть. К сожалению, хотя наша религия, ислам учит совершенно иному. Если англичане привыкли говорить точность, вежливость королей, да нет же. Посмотрите на нашу систему ценностей. Это качество, как я упомянул в самом начале, это качество Всевышнего Аллаха. Задумайтесь над этим. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как был прозван? Еще до того, как был призван к пророческой миссии. Ас-Садик, Аль-Амин, правдивый в своих словах. Аль-Амин, достойный доверия. Аллах Субхану ва Тааля велит нам, соблюдать, держать данные слова. В частности, Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит. «Иннама ятазаккару улюль альбаб». Поистине поминают лишь обладающий разумом. А затем, описывая их, он говорит: «Аллазина юфуна би'ахдилlah, ва ла янкудуна аль-мисак». Те, которые выполняют договоренности с Аллахом и не нарушают договора. Мисак. Договор. Описывая верующих, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валь-муфуна би'ахдихим иза ахаду». И те, которые соблюдают заключенные соглашения, заключенные договора. Вплоть до слов Всевышнего: «Уляика аллазина садаку ва уляика хумул муттакун». Именно эти правдивы, именно они являются богобоязненными. Дорогие братья, чтобы понять ценность чего-то, надо всегда смотреть на противоположность этой ценности. Наш мир так устроен.
То есть не будь белого, мы бы не поняли, что такое черное. Да? Не будь ночи, мы не поняли, что такое день. Аллах создал этот мир таким. Создал из противоположностей. Понимая противоположность, мы понимаем то, о чем размышляем. И здесь, в этом контексте, что нам следует подчеркнуть? Что является противоположностью? Не сдержать слово, нарушить данное слово, не выполнить данное обещание. Противоположностью является ва'яду билля нифак, лицемерие. Лицемерие и лицемерство. Пророк ﷺ как описал лицемера? Емко. Тремя пунктами. Аятуль мунафики саляс. Знамения лицемера три. Три указателя, три индикатора указывают на то, что человек лицемер. Иза ва'ада ахляф. Если он дал обещание, нарушил его. Ва иза хаддаса кадаб. Если он говорит, то лжет. Ва иза тумина хан. А если ему доверили что-то, то он предал это. Как бы по нарастающей идет, да? Сначала не обращаешь к тому, что сказал, своим словам. Потом это становится твоей нормой, ты говоришь и лжешь постоянно. А потом ты становишься просто ничтожеством, что тебе нельзя ничего доверить. Тебе если что-то доверить, ты обязательно это нарушишь. Предашь этот эманат, аману эту. Таким образом, мы понимаем, сравнивая на чаше весов, что значит сдержать слово, а что значит не сдержать слово. Аллах Субхану ва Тааля это пресекает. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюхаллазина аману». О, те, которые уверены. «Лима такулуна ма ла тафалун». Почему? О верующие, почему вы говорите то, чего не делаете? «Кабура мактан индаллах». Велика ненависть у Аллаха. К чему? К тому, что вы говорите то, чего не делаете. Дорогие братья, если человек что-то сказал, сделаю, да, то это считается уже данным словом. И человек должен выполнить это данное слово. За исключением того случая, когда он сказал или дал слово относительно того, что есть нечестием и грехом. Некоторые люди говорят: вот я сказал что-то, ну вот я не имел в виду, что это обещание там, и так далее и тому подобное. И это серьезная проблема на сегодняшний день, дорогие братья. Серьезная проблема, потому что когда человек говорит, что он сделает, то по умолчанию должно считаться, что это слово, данное им. Потому что мы судим по внешним вещам. Если человек сказал: я сделаю, значит это данное слово им. Поистине, день пятницы есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Мы лишь Его прославляем и восхваляем. Лишь Его молим о помощи.
Того, кого Аллах наставил на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ввел в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Дорогие братья, ученые, размышляя в контексте про обещания, детализируют это. Причем классические ученые. Что говорит имам ан-Навави по этому поводу? Он говорит: аджмау, единодушный, аля анна ман ва'да инсана. Ученые единодушны в том, что если человек пообещал кому-то, что не является запретным, фаянбаги ан яфия би'ахд. Ему должно, ему следует выполнить данное обещание. Является ли это ваджибом или мустахаббом? И далее имам ан-Навави говорит, в этом есть разногласия. Имам Шафии, Абу Ханифа и большинство ученых посчитали, что это является мустахаббом. Если он оставит это, то он совершит плохой поступок, очень ничтожный поступок, который является крайне нежелательным. К сожалению, смотрите, я сейчас процитировал имама ан-Навави. К сожалению, когда современные мусульмане читают это, совершенно по-другому понимают это. Почему? Потому что фитра уже искажена. Отношение к данным словам, к данным обещаниям уже совершенно иное. Когда ученые размышляли на этот счет, они по-другому размышляли. Потому что харам, халяль – это границы Аллаха. Да? И они из богобоязненности боялись что-то обозначить харамом, когда это не есть явный харам. И поэтому у имама Абу Ханифы, в частности в мазхабе, появилось такое понятие, градация макрух танзикан, макрух тахриман. То есть макрух, который легкий макрух, а макрух, который близкий к хараму. Именно поэтому. Но, к сожалению, современные мусульмане постоянно ищут форточку. Форточку, чтобы вылететь. Не чтобы остаться в системе ценностей ислама, в лоне ислама, а чтобы выскочить. Легитимно выскочить. И это большая проблема. Но тем не менее, далее имам ан-Навави что говорит? Далее он говорит: но были и те, которые посчитали это ваджибом. Я склонен к этому, особенно в современное время. Ваджиб однозначно. Почему? Потому что наше отношение такое, они даже, наверное, не предполагали, что мы такими будем. Что он говорит? Среди таких был Умар ибн Абдул-Азиз, который считал ваджибом это. Ибн Мас'уд любое данное обещание всегда говорил иншаллах. Тоже интересный момент. Смотрите, однажды тоже момент из сиры пророка саллаллаху. Был некий слепой человек в Медине, совершал в мечети намаз, то есть возглавлял джамаат, то есть не в мечети пророка, в другой мечети. И вот были ливни, и из-за ливней, то есть он был слепым, он не мог добраться до мечети, а мечеть была далеко. И он однажды попросил посланника Аллаха, сказал: о, посланник Аллаха, ливни, не могу пойти в мечеть, приди, помолись у меня, вот хочу, чтобы джамаат у меня дома был. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, я не буду всю историю пересказывать. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: сааф'алю инша'Аллах. В некоторых из версий. Он сказал: хорошо, я так и сделаю, инша'Аллах. Ибн Хаджар аль-Асхалани, хадис приводится в Бухари, толкуя это, говорит, этот хадис, этот контекст указывает на то, что слова инша'Аллах
указывает на данное обещание. Кауль инша Аллах аниль ва'д указывает на данное обещание. Что же у нас происходит в современное время? Я учился на Востоке, скажем так, да, не уточняя. К сожалению, на Востоке, когда говорят инша Аллах, как будто по умолчанию ты должен понять, все, то есть забудь. То есть тут тебе что-то сказали в конце иншаллах. Вот до такой степени исказилось все. Значит, это не случится. Значит, тебе сочувствуют. Это так воспринимается. Насколько все изменилось. Вы понимаете, о чем я? Те, кто был, в частности, в арабских странах, понимают, о чем я говорю. И это большая беда и большая проблема. Хотя, на самом деле, как это указывают на это ученые, слова иншаллах указывают на намерение. Братья, почему так происходит? Происходит это потому, что наше отношение, мы привязаны к мирской жизни. Потому что наш нафс всегда нас одолевает. То есть мы хотим нечто легкое. Всегда отдаем предпочтение нечто легкому. И всегда ищем выход из положения для себя, для своего нафс. Хотя, что такое эта жизнь? Что такое мирские блага этой жизни? Они ведь ничто. Настоящая жизнь там. И все, что мы здесь делаем, мы делаем для той жизни. А что есть в этой жизни, что не будет в той жизни? И об этом мы отдельно давали хутбу отдельно. И в этом контексте хотел бы привести тоже уникальную историю. Не знаю, достоверная она или нет. История про великого полководца Сулеймана эль-Кануни. Сулейман Кануни — это один из халифов Османского государства. Кстати говоря, мать Сулеймана была Хафса Хатун, то есть дочь крымского хана Гирея. Это так, для эрудиции. Что завещает Сулейман эль-Кануни перед смертью? Он позвал главнокомандующего и сказал ему 3 вещи. Он завещал, чтобы его табут несли на руках лучшие лекари османского государства. Второе, что он сказал? Он сказал, чтобы по всему пути, по которому они шли, разбрасывали золото, драгоценности. Также он завещал, чтобы у него руки торчали из табута. Главнокомандующий армии удивился, он сказал, зачем это? Если он султан, зачем это? И тогда он сказал, пускай лучшие лекари несут мой табут, и все пусть видят, что даже самые лучшие лекари бессильны перед лицом смерти. Разбросайте деньги, золото, пусть видят, что богатство, которое мы получаем в этой жизни, оно здесь и остается, мы его не унесем туда. И пусть видят мои руки и усвоят, что даже султан ушел из этой жизни с пустыми руками. Не знаю, достоверно или нет, но в этой истории есть назидание. Мои дорогие братья, бойтесь Аллаха и будьте теми, кто являются аминами, такими, как был наш пророк, такими, как были все пророки, мир им всем. Будьте правдивыми в своих словах, будьте правдивыми в данных обещаниях.